Здравствуйте, ребята! Меня зовут Асель Кубатовна. Я очень рада приветствовать вас на уроке математики. Начинается урок. Он пойдет ребятам впрок. Постараемся понять, многое хотим узнать. Чтобы открыть новую математическую тайну, проведем математическую разминку. Вычислим цепочку примеров. 32 плюс 8 равно 40. 40 плюс 60 равно 100. 100 минус 30 равно 70. 70 плюс 26 равно 96. 96 минус 62 равно 34. 34 минус 14 равно 20. И к 20 прибавить 6 равно 26. Запишите число 26 в тетради. Мы сегодня поговорим о числе 26. Что мы знаем о числе 26? Давайте сделаем анализ. 26 – это двузначное число. Состоит из двух десятков 6 единиц. Предыдущее число 25, последующее число 27. Запишите это число, продолжите числовой ряд в порядке уменьшения на 4. 26, 22, 18, 14, 10, 6 и 2. Проверьте себя, оцените свою работу. Определите закономерность и продолжите числовой ряд. Правильно, ребята. Плюс 2. Такая закономерность данных числовых рядов. Чем отличается верхний ряд чисел от нижнего? Это четные и нечетные числа. А следующее задание, ребята, посложнее. Определите закономерность. Правильно, ребята, плюс 7. Пропущенные цифры 7, 42 и 49. Запишите. Проверьте себя и оцените. Давайте поиграем в игру «Кто быстрее посчитает, прибавляя четверки», и найдем недостающую цифру. Считайте внимательно. Хорошо размялись. Теперь можно двигаться дальше. Сегодня отправляемся в сказку. В какую, сейчас узнаете, выполнив задание со звездами. Итак, это сказка «Белоснежка и 7 гномов». Кто читал эту сказку? Назовите авторов. Братья Гримм. Правильно, ребята. Верные друзья Белоснежки пришли на урок. Каждый имеет свое имя собственное. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Все они не сидят без дела, трудятся. Первый гном – понедельник.
любит выращивать цветы. Он предлагает посчитать цветы на его клумбе. Работаем вместе, ребята. Даю вам установку. Помните, в торопливости нет мудрости. Подумайте, как удобнее считать. Покажите результат. Сделаем вывод. Удобнее считать группами. Сколько цветков в группе? 5. Сколько групп? Тоже 5. Это значит, по 5 цветков взяли 5 раз. Запишем. Ответ 25 цветов. Задание второе. Гном вторник заготавливает поленья на зиму. Сколько всего поленьев заготовил гном? По 4 взяли 6 раз. Запишем. Ответ 24 поленьев. Что можно сказать о гномах? Они какие? Правильно, трудолюбивые. Гном Среда решил угостить учеников вишнями. У нас сегодня 21 человек. Каждому он приготовил по 3 вишни. Сколько вишен он собрал? По 3 вишни взяли 21 раз. Удобно ли будет записывать такое выражение? Что же делать? Давайте посчитаем по тройкам. 3, 6, 9, 12 и так далее. Как же это записать? Давайте послушаем совет Белоснежки. Чтобы записать сумму одинаковых слагаемых, удобнее использовать умножение. Вместо 3 плюс 3 плюс 3 и так далее пишут 3 умножить на 21. Читают так. По 3 взять 21 раз. Или 3 умножить на 21. 3 умножить на 21 равно 63 вишни. Молодцы, ребята! Догадались, какая тема и цель нашего урока? Тема урока – действие умножения, знак умножения. Сегодня мы узнаем, как записать сумму одинаковых слагаемых более коротким способом. Мы сможем решать задачи более удобным способом. Мы с вами научимся выполнять действие умножения. Что же такое умножение? Белоснежка – сказочная героиня. Давайте проверим математические знания. Прочтем правила. Сложение одинаковых чисел называют умножением. Что такое умножение? Это умное сложение, ведь умнее умножить раз, чем слагать все целый час. Гном Четверг предлагает заменить сложение одинаковых слагаемых умножением. Запишем. 6 умножить на 5. 7 умножить на 6. И b умножить на 5. Какое число повторяется? Числа 5, 6 и b. Сколько раз они повторяются? Несколько раз. Следующие примеры. Просмотрите, ребята. Здесь вас ждет ловушка.
Здесь в первом выражении разные слагаемые. Во втором выражении разные действия, вычитание и сложение. Давайте немного отдохнем. Гномик по лесу гулял, ходьба на месте. Колпачок свой потерял, ищем вокруг себя колпачок. Колпачок был непростым, со звоночком золотым. Хлопки в ладоши. Гному кто точнее подскажет? Прыжки на месте. Где искать ему пропажу? Ходьба на месте. Гном Пятница – большой затейник. Он предлагает, наоборот, умножение заменить сложением. 15 умножить на 3, 36 умножить на 4, c умножить на 2, b умножить на 6 и x умножить на 7. Проверьте себя. Следующие примеры сравните, не вычисляя. Проверьте себя. Гном Суббота предлагает самостоятельно придумать задание 2 примера на сложение одинаковых слагаемых. Придумайте 2 примера на сложение одинаковых слагаемых. Запишите суммы в виде произведения. И проверьте себя. Давайте попробуем применить полученные знания. Сегодня мы говорим о сложении одинаковых слагаемых. Вспомним, у какой фигуры все стороны равны или одинаковы. Квадрат. Начертите квадрат со сторонами 3 сантиметра. Найдите периметр квадрата, используя новые знания. Проверьте себя. Три умножить на 4 равно 12 сантиметров. Ответ. 12 сантиметров периметр квадрата. Решим задачу. Задача номер 1. На одной аллее 12 дубов, а на другой на 4 дуба меньше. Поставьте разные вопросы и решите задачи. Первый вопрос. Сколько дубов на второй аллее? 12 минус 4 равно 8. 8 дубов. На 8 дубов меньше, чем в первой аллее. Сколько дубов на второй аллее? 12 минус 4 равно 8. На 8 дубов меньше, чем в первой аллее. Второй вопрос. Сколько всего дубов на аллеях? 12 минус 4 равно 8. На 8 дубов меньше, чем в первой аллее. Второе действие. 12 прибавить 8 равно 20 дубов. Всего в 2 аллеях. Задача вторая. Придумайте задачу по рисунку и решите ее. У Айнуры было 4 монетки по 5 сом. Сколько всего было сомов у Айнуры? К 5 прибавить 5 и еще раз прибавить 5
равно 20 сомов. Замените умножением. 5 умножить на 4 равно 20. Ответ. У Айнуры было 20 сомов. Молодцы, ребята! Домашнее задание. Придумать 4 примера на сложение одинаковых слагаемых. Заменить умножением. Расскажем гному воскресенье, что нового узнали на уроке, чему научились, какое задание понравилось, какое задание было трудным. Оцените свою работу на уроке. Ребята, сегодня на уроке мы узнали, как записать сумму одинаковых слагаемых более коротким способом. Решали задачи более удобным способом. Научились выполнять действие умножения. Сегодня все поработали отлично. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч, ребята!